Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, организаторы и участники Всероссийского форума Всесоюзного Первого республиканского форума классных руководителей. И я рада вас представить. Сам форум пройдет в ближайшие дни. Мы выходим накануне, и поэтому можем привлечь внимание всех тех, кого вы ждете на этом мероприятии. Итак, в нашей студии сегодня Сардана Третьякова, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха-Якутия. Сардана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии Велена Лазарева, заместитель директора районной гимназии Эврика Алюкминского района. Велена Ильинична, добрый день. Добрый день. И в нашей студии Василиса Васильева, учитель начальных классов средней образовательной школы номер 31 города Якутска. Василиса Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. 4 и 5 декабря пройдет форум классных руководителей, и в нем принимают участие те учителя, которые становились лучшими на всероссийских, республиканских профессиональных конкурсах. И расскажите, пожалуйста, вы одни из них, расскажите, пожалуйста, о том, что для вас означает участие в этом конкурсе и как организатора, и как учителей. И, может быть, начнем мы с того, какие цели у этого, не у конкурса, да, форума, какие цели у этого форума и какие основные задачи он ставит, какие, может быть, надежды у вас на него. Пожалуйста, наверное, Сардана, с вас начнем, да? Добрый день. 4-5 декабря у нас в республике пройдет масштабное событие, можно сказать, даже историческое, потому что это будет первый республиканский форум классных руководителей. Это событие очень значимое для системы образования республики, так как впервые соберутся классные руководители всей республики на одной площадке. Это, наверное, вы в курсе, да, многие, что уже 4-й год подряд проводится Всероссийский форум классных руководителей в Москве. О нем я в курсе, да. И вот участники Всероссийского форума пришли с нами в студию, а мы вот впервые проводим республиканский. И по федеральным округам тоже начались форумы классных руководителей. Вот в сентябре был Дальневосточный форум в городе Чита, и сейчас вот в Якутске. Дальше потом уже пойдет по муниципалитетам. Тоже будут проводить свои форумы классных руководителей. Наш форум называется «Классное руководство. Ядро единого образовательного процесса». То есть мы должны на этом форуме показать роль классного руководителя как ядро, да, как самое главное во всей системе, да. А можно сразу спросить, почему такой статус придали классному руководству, почему это самая важная такая вот форма, да, еще и образовательного процесса? Да, можно я отвечу? Вообще в каждом образовательном учреждении классный руководитель является связующим звеном. Сейчас много говорится о воспитании детей, и вот именно он является ключевой фигурой, который реализует воспитательные функции. И является связующим звеном между ребенком и учителями, между учителями и родителями, между детьми и между обществом. То есть, если ребенок найдет контакт, да, с классным руководителем, то тогда и с учебой будет у него. Да, конечно. Такая, да, параллель. Да. И насколько сейчас классное руководство обязательно для каждого учителя в школе? Обязательно ли это статус для каждого преподавателя? Или как-то по-другому сейчас обстоят дела? Это не обязательно. По идее... Это как по зову души, получается. И сколько класс-комплектов в школе, столько и классных руководителей. Да. Есть предметники, учителя, у которых нет классного руководства. Классными руководителями становятся те, кто... Да. Сказать, что это состояние души, по идее, да, но сейчас у нас кадровый голод, поэтому бывает, что иногда вынужденно идут на это. Я поэтому и спросила, потому что с учителями же не так хорошо, как хотелось бы. В районах, наверное, более чем.
такая проблема стоит. И если, допустим, сам педагог не готов вот такую нагрузку на себя брать, это же дополнительная нагрузка, и не все к этому готовы, да, потому что тогда ты уже будешь забирать время у своей семьи, да, и все равно это же какие-то внеклассные, да, часы там или классные часы. И тогда получается, что некоторые учителя, они, ну, это делают через силу, но это уже точно будет страдать качество. Ну, вот цель как раз нашего форума, ну, во-первых, создать содружество, профессиональное сообщество классных руководителей, да, ориентированное именно на воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей и создание площадки для коммуникации классных руководителей. Из нашего форума классные руководители должны уехать вот с чувством, что как хорошо, что я стал классным руководителем. Мы повышаем как бы престиж классного руководства. И, финансово это как-то мотивирует? Да, да? Есть доплаты классным руководителям. Это сумма такая, за которую ты хочешь за это взяться? Ну, сейчас уже, да, можно сказать, это очень тяжелый труд на самом деле быть классным руководителем, и, конечно, он должен хорошо оплачиваться. И сейчас вот в течение уже 3 лет, да, у нас идет доплата федеральная, и сейчас, ну, достойная оплата, можно сказать. И если ты берешь класс, это как будто ты уже еще детей себе родил. Да. Уже днем и ночью ими надо заниматься. Тут нет такого, да, что с 8 утра до 6 вечера ты классный руководитель, потом уже нет. Такого уже нет, потому что ты круглые сутки уже классный руководитель. Ладно, если только детей ты усыновляешь, еще и родителей некоторых приходится. Даже вечером там могут позвонить, куда-то вызвать. Да, это... Ну, поэтому это должно быть как призвание и как зов души обязательно. И мы будем мотивировать именно наших классных руководителей, чтобы они и дальше были классными, чтобы они не отказывались от этой работы. Мы будем решать, какие у них есть трудности, и находить какие-то пути, чтобы помочь им с этими трудностями. Будем искать ответы на вопросы на этом форуме. Вот, Василиса Васильевна, вы являетесь классным руководителем, раз вы участвуете в форуме. Вот какие у вас трудности, как у классного руководителя? Можно прямо из первых уст начать уже сегодня. Ну, я, так как учитель начальных классов, получается, у меня каждые 4 года новый класс, новые родители. И, ну, опыт у меня достаточно большой. Но сколько лет вы работаете? Более 20 лет. Ого, много, да. И получается, ну, родители и дети, можно сказать, что вот со временем тоже они меняются, там требования какие-то другие у родителей, у детей, и с ними ты вместе развиваешься, узнаешь новое, приходится вот со временем перестраиваться. Перестраиваться. А вот и каждый раз вот что-то одно на другое не повторяется. А если сравнить 20 лет назад, какие были требования к детям, к родителям, и сегодня, что меняется? Ну, 20 лет тому назад можно сказать, что это были остатки Советского Союза, можно сказать. Родители, вот как мы нас воспитывали, вот такие родители были. А сейчас уже родители, дети уже более современного времени, 90-х лет и так далее. И вот у них взгляды на воспитание, на обучение совсем другие. А чего сейчас больше во взглядах или чем они отличаются кардинально от советского периода? Ну, если советское время, то мы слушались, да, уважение было к учителям, да, беспрекословное подчинение. И школьники, и родители. А сейчас вот такого нету. Ну, а сейчас как? Сейчас тогда? Надо это все заслуживать, дети знают найти больше прав контакт с детьми, с родителями. Ну так это, наверное, и хорошо, если они знают свои права, если они могут за себя постоять, себя защитить, да, наверное, ну это и кроме того, больше. Вот бывают такие, что вот права-то знают, а обязанности свои не выполняют. Да. Вот с такими и мы и работаем. Вот там и проблема основная лежит. Еще спрошу, какие у вас надежды на форум? Зачем вы туда идете и что вы хотите после этого мероприятия для себя получить? Ну, вообще, если я про себя рассказать, да, получается, форум всероссийский был по указу президента нашего
Владимира Владимировича Путина организован в 2001 году. Первый 2021 году. Ага. И получается, тогда прошли отбор такие учителя, это я тоже сама попыталась туда пройти отбор, но я побоялась как-то. Открыла анкету, увидела столько вопросов. Там со всей России, да? Со всей России, да, 1000 самых лучших классных руководителей. Я закрыла и не стала. Подумала, нет, это не для меня, по-моему, еще рано как-то. И потом уже на волонтерские, там группа волонтеров, это вообще тоже такая команда, и решилась туда, там тоже отбор колоссальный на волонтерство, там 120 человек со всей России набирали, и я попала туда. Первый раз туда я съездила, и это первый форум, всероссийский форум, кто один раз там побывал, уже хочется туда вернуться и вернуться. Это такая большая площадка, это такие большие возможности, это столько новых знакомств, столько встречи с знаменитыми людьми. Можно увидеть тех людей, которых мы с правительства, Госдумы, вот так вот с ними посидеть и пообщаться. Они становятся большой семьей. Да, и становишься большой семьей, поэтому я второй раз тоже сама захотела и пошла тоже волонтером второй год, и на 3-й год уже попала как участник. Прошла отбор. Вы так правильно начали, вы сначала внедрились, да, все посмотрели, а потом решили участвовать. Но это немножко республиканский форум все-таки отличается. Вот именно поэтому мы хотим, мы же там, получается, всероссийском опыта набрались, и хочется сейчас, чтобы наши вот республиканские классные руководители, чтобы вот тоже знали, увидели, почувствовали то, что мы вот поделиться там, огоньком, который мы получили, побывав на всероссийском форуме. А какие главные качества для классного руководителя, как вот вы считаете, Лина? Я думаю, что... И еще знаете, какой вопрос? Как понять, что ты лучший классный руководитель? Как это определяется? По каким критериям? Это мы сами, к сожалению, определить не можем. Наверное, по мне, это определяют дети. Когда дети доверяют тебе, когда приходят к тебе. А как это понять вот другим людям? Как вы же вот выходите, да, и называете себя, да, что вы можете стать участником этого форума, или, допустим, занимаете, да, какие-то призовые места на конкурсах «Лучший классный руководитель», да? А как это понять тем людям, которые присуждают эту премию, этот статус, это звание? Ну, это же все на конкурсной основе, а если ты конкурсную основу не проходишь, ну, это не значит, что ты плохой классный руководитель. Просто в конкурсах есть определенные критерии, которые надо проходить. И когда я проходила конкурс, я проходила в прошлом году, это был 3-й форум, тогда мы проходили 5 этапов, и последний этап — это видео, самопрезентация. То есть мы рассказываем свою работу, мы ничего не сочиняем, то, что мы проводим со своим классом, то и рассказываем, какая наша инициатива воспитательная. Это в основном не классная работа, да? Да, это в основном, ну, конечно. Работа классного руководителя на этом Или же учитывается, насколько ваш класс успевает по другим предметам, потому что вы же уже как бы в названии, да, то, что вы говорите о том, что классный руководитель — это главный, получается, человек в образовательном процессе. То есть тогда ваш класс должен быть одним из лучших. Но главный именно в воспитательной сфере. Воспитательная сфера — это немножко другое. То есть если класс преуспевает по предметам, здесь уже учитель, наверное, да, лучше, скорее всего. А где тогда эта связь? Хороший класс, хороший классный руководитель и связующее звено все равно. Да. Между учителями-предметниками тоже классный руководитель держит руку на пульсе, он знает оценки каждого своего ученика, он знает посещаемость, успеваемость, да, и
ну, если ребенок отстает по какому-то предмету, то с этим предметником классный руководитель за всеми следишь, как класс руководит, за оценками, за участием, за активностью. И он первый обычно замечает какие-то изменения в ребенке. Тогда еще классный руководитель должен очень плотно работать с психологом, да, потому что помощь психолога, или, может быть, он сам должен быть психологом, и вы параллельно готовы получить такое образование, раз все-таки это коммуникация. Да, мы когда учимся, у нас есть предметы психологии, поэтому все педагоги, мы все тоже. Тесная связь со службой психологической, с учителями. Можно я Да, конечно, добавьте. С нашей республики во Всероссийском форуме участвовало всего 46 классных руководителей, ну, за все 4 года. 46 классных руководителей и кураторов СПО тоже. И сейчас вот на этом форуме у нас будет порядка 130 участников. Приезжает с 33 улусов района, да, и будет 20 волонтеров. То есть это участники Всероссийского форума, они нам уже очень много делают, мы их распределили, каждый, кто за что отвечает. И, значит, получается, что участники Всероссийского форума, они вот этот свой настрой, который они получили на Всероссийском форуме, они все передают нашим классным руководителям. Они как послы Всероссийского форума классных руководителей. И на форуме у нас будет много площадок. Первый день у нас 4 декабря пройдет на базе исторического парка «Россия. Моя история». Там у нас будет пленарная часть, на которой у нас будет выступать и как бы настраивать наших участников, да, дадут старт нашему форуму. Это министр образования и науки Республики Саха-Якутия Соколова Нургун Афанасьевна, министр молодежи и по социальным коммуникациям, да, называется Юргин Игорь Васильевич. И надо сказать, что у нас по всему форуму красной нитью будет проходить тема патриотического воспитания и поддержки семей СВО. И поэтому у нас еще будут площадки именно по патриотическому воспитанию, будут акции в помощь участникам СВО. Так, и на пленарной части будет еще руководство нашего Института развития образования и повышения квалификации, да. И обязательно выступит классный руководитель и родитель. Супруга с участника СВО будет. Так, и будет у нас марафон практик, это на котором вот учителя, классные руководители привезут и будут делиться опытом, распространять свой опыт именно тоже по патриотическому воспитанию и по семейному, по поддержке семьи СВО, посвященный году семьи еще будет там площадка, да. И на второй день у нас будут различные площадки работать, работа с родителями, работа с детьми с ОВЗ, да, с ограниченными возможностями здоровья. Площадка патриотического воспитания, это дискуссионный клуб будет работать. Площадка по профилактике правонарушений несовершеннолетних, площадка по сохранению родного языка, это издательство «Кескиль» будет выступать. Так еще у нас будут движения первых, навигаторы детства, это общественные движения. То есть программа у нас будет очень насыщенной. И в конце форума мы должны вообще создать республиканский совет классных руководителей. И вот такая вот у нас будет резолюция, то есть совет, и что у нас будет? Актив, сообщество классных руководителей Республики Саха. И чем будет заниматься этот совет созданный? Помогать в дальнейшем работе, развитии классных руководителей. Поддержка, да. Тогда, получается, форум нужен для того, чтобы
чтобы учителя получили определенный багаж знаний для того, чтобы как-то свою работу сделать более разносторонней, да, более насыщенной. Ну и желаю вам, чтобы это в рублях оценивалось высоко, потому что это на самом деле большой труд, и это очень много времени, силы, ресурса. И желаю вам, чтобы форум прошел успешно. Спасибо. Как организаторам, как участницам. И спасибо вам большое за то, что вы нашли время, сегодня пришли в нашу студию. Благодарю вас и слушателей благодарю за внимание. Оставайтесь, мы во втором блоке продолжим в прямом эфире говорить о фестивале «Зима начинается» с Якутии. Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы снова в прямом эфире. И в нашей студии гость, я рада ее представить. Это заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Мария Карпова. Мария Эдуардовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я рада вас видеть, рада с вами познакомиться. Тема нашего эфира – фестиваль «Зима начинается с Якутии». В эти дни проходит очень много мероприятий, и вчера, пожалуй, прошло самое яркое из них – это зажжение елок на главных площадях нашего города. Но начать я, наверное, хочу с того, чтобы вы поделились своими впечатлениями о нашем городе, о наших морозах, о нашей зиме, о нашей Якутии, потому что вы не так давно в нашем крае, вы человек приезжий. Да, это правда. Я приехала, родом я из Тверской области, это между Питером и Москвой, но до этого 2 года я жила в Новосибирском академгородке. Если вы знаете, то вообще немножечко уйду от темы. Российская академия наук, в Сибири тоже было сибирское отделение, и как раз-таки многие университеты Якутии принадлежат как раз-таки СОРАН, Сибирской академии наук, и я там училась в Новосибирском государственном университете. Про впечатления. Я, конечно же, в восторге от Якутии, но я жду морозы 50 градусов. Где они? Мне уже друзья в шутку говорят, это ты приехала, растопила тут нам все льды. Наверное, такое солнышко. Впечатление про мероприятие. Как я и ожидала, это праздник. И задача этого мероприятия — подарить праздник всем людям. Если вы были, например, в Москве на фестивале футбол, то, что у нас проходил, помните, чемпионат мира по футболу 2018 года, я бы хотела, чтобы у нас этот «Зима начинается в Якутии» начиналась так же. Ты заходишь в каждое кафе, тебя приветствуют фанфары, везде праздник, новогоднее настроение, все драйв такой, тебе хочется больше работать, больше делать, и предпринимателям хорошо, и людям, горожанам не зажигаются радостью. И я думаю, что у нас получилось, потому что в этом году на «Вкусе Якутии», например, у нас приняло еще большее количество ресторанов, то есть мы больше людей познакомили со вкусом Якутии. И знаете, в чем уникальность нашей кухни? То, что она простая, но с изюминкой. То есть мы ощущаем каждый вкус еды. Строганина, оленина. И при том, что в каждом ресторане подают ее по-разному. Как вы уже влились, вы сказали, нашей кухни. Ой, да. Ну правильно. А какое ваше любимое блюдо якутской кухни? Если честно, мне больше всего понравилась оленина. Я сама, там, где у нас озера и реки, рыба тут настолько жирная. Я понимаю, почему у людей тут нет морщин вообще. Потому что это кето-терапия. Эту еду нужно переварить, попробовать, и наша кожа, наверное, просто ликует такая, наконец-то жиры к нам поступают. Ну, не всем доступна рыба. Рыба очень дорогая, к сожалению, очень вкусная, но цены растут и растут. Да, цены растут, но вот в ресторанах как раз-таки можно было попробовать и оленину, и чир, и многое другое. К нам приезжали гости из Йошкар-Олы, рестораторы, которые давали мастер-классы для того, чтобы как раз-таки у нас поднимался уровень сервиса. Как вы понимаете, что насколько бы вкусно шеф-повар не готовил, если тебя не умеют встречать, то сразу же впечатление портится. И наша задача республики и вообще всех предпринимателей того, чтобы мы делали так, чтобы гостю было приятно, чтобы мы не только красиво встречали, но чтобы мы и сопровождали гостя так, чтобы он потом, если это деловой турист, как у нас деловой туризм сейчас более развит, чтобы он всегда сказал то, что уезжая, я хочу сюда привезти семью. Вот для меня, когда человек такое скажет, что я хочу сюда приехать с семьей, это высшая награда. Но вас, наверное, точно очень хорошо и сопроводили, и встретили, раз вы так надолго планируете в нашем крае оставаться и занимать такой Да, значимый я пост. влюбилась в Якутию как раз-таки из Мирного. Я в Мирном жила некоторое время, и я подумала, что хочу сюда вернуться. И как раз-таки попалась в программу, которая мне позволила воплотить свои идеи, помочь и попасть вот как раз-таки в республику.
Может быть, мы расскажем о тех мероприятиях, которые уже прошли, и, возможно, какие-то вы выделите, как для вас самые интересные. Да, у нас было, как я говорила, и «Вкус Якутии», в которых принимало большое количество ресторанов. Это и Чукчи, и Зеленый город, и Махтал, и Республика. Все рестораны, которые у нас сейчас есть топовые, они постарались как раз создать свои новые сеты. И как мне сказали, что некоторые рестораны были настолько переполнены, что приходилось переносить в другие рестораны, что, кстати, очень хорошо, потому что получается, что у нас не, конкуренция есть, но у нас дружеская конкуренция, что если у меня достаточно уже гостей, давай я с тобой поделюсь, так и должно быть, потому что гость же хочешь посетить, значит, это надо посещать. Потом мне очень понравилось моржи. Я не представляю, какой толстокожести нужно обладать, чтобы в минус 28 погрузиться в воду и еще говорить: «О, как хорошо!» Потом у нас был и забег, ежегодный забег. Также были скульптуры, вырезали, которые сейчас стоят на площади Орджоникидзе. И если вы видели, в последний день это была и республиканская елка, которую зажигал Кирилл Евгеньевич Бычков. И вот эти танцы народные, которые, поражают, и музыка до глубины души, я думаю, что это из-за барабанов. И также у нас прошел как раз-таки парад машин. Вы видели, как в Кока-Коле хотели? Вам удалось увидеть это мероприятие? Да, конечно. Это, по-моему, в первый раз было такое. Да, потому что мне сказали, что в том году были сложности с этим какие-то, но в этом году смогли люди учесть такие сложности, которые возникали, и сделать, потому что, по сути, я хотела бы, чтобы эта колонна увеличивалась. Сложности точно были, потому что люди говорят, что было сложно добраться. Да. Кто в центре живет, наверное, проще, да, или там, может быть, кто с окраины до какой-то точки доехать. Да, сложности были. Вообще было бы здорово, в идеале, скажу вам честно, если бы всю улицу перекрывали, боже, меня сейчас за это поругают, но представляете, если бы по всей улице ходили бы только, например, люди, гуляли, как настоящий новогодний праздник. То есть наша задача делать праздник и давать людям счастье. И надеюсь, что нам за «Зима начинается в Якутии» удалось это сделать. Например, бриллиантовые нотки. Я слушала, как поют дети. Я, наверное, очень сентиментальная, но там многие композиции, там стихотворения читали, и танцевали, и люди разных возрастов. Там, например, был совместный парный танец людей пожилого возраста, мужчины, женщины. Я не знаю, я прям как будто бы своих бабушку и дедушку видела. Это было настолько круто. И вот эти вот как раз семейные ценности, это нужно показывать. Вот это счастье. Вот люди, которые там 50-60 лет вместе прожили, и у них такая же есть страсть, которая воплощается в танцы, еще не стесняются это показывать на сцене, вот эти танцы. К этому нужно стремиться. Вы так рассказываете с таким прямо вообще удовольствием о всех мероприятиях. У нас еще и будут мероприятия, ведь еще и проходят эти дни, фестиваль еще идет. У нас мероприятия также сейчас проходят конкурсы, очень большое количество конкурсов. Заходите, пожалуйста, на наши группы в телеграм-канале «Якутия. Твоя сила духа», агентство по развитию туризма. У нас они как раз-таки создали программу, где по QR-кодам все мероприятия саккумулированы. И то есть, если у вас там есть ребенок или по видео, кстати, можно выиграть iPhone, приняв участие в видеоролике. И также, почему важно, кстати, эти конкурсы с видеороликами, я тоже отступлюсь, потому что нам нужно рассказывать про нашу Якутию. У нас же потрясающие виды красоты, которые находятся там в 200 километрах от нас. Да даже вот здесь, в 50 километрах от нас, это пойти на тропу Кулаты-Табага, погулять, Старая Табага. Там виды просто захватывающие, реки, песок. Сейчас, конечно же, это все в снегу, но, тем не менее, все равно очень красиво. И нужно это показывать людям через видеоролики. Поэтому я призываю людей участвовать в этих роликах, видеороликах и показывать свои места, куда вы посещаете, для того, чтобы нам пробить эту скорлупу людей, и чтобы к нам приходили туристы, и мы бы могли гордиться своей территорией, так как мы гордимся сейчас внутри, а я бы хотела, чтобы все видели, какая у нас масштабная, громадная и красивущий регион. Я про транспорт все. Как-нибудь бы сделать, чтобы был какой-то определенный маршрут, который довозил до этого места, которое можно посмотреть из ролика, которое будет очень красивое. Да, это правда, маршрут нужно просто построить, и, например, Кулата-Старая Табага, там ходит автобус до Тюхтюра. Стоимость автобуса, по-моему, я за 123 рубля доехала, что ли. Вышла там на остановке и пешком прошла 11 километров, и на Старой Табаге уехала тоже на автобусе, который каждый час ходит. То есть это абсолютно доступно, но вы заметили правильно, информированности, наверное, не хватает. То есть и наша задача, как по развитию туризма, как раз сделать так, чтобы человек знал, куда и чем ему заняться. И вот эти фестивали, как «Зима начинается в Якутии», это как раз, знаете, промо-ролик.
чтобы показать, что у нас это есть. Просто зайдите, посмотрите. Кстати, премия ЭйГэ, наверное, вы слышали, она входила тоже как бы в наш фестиваль «Зима» начинается в Я Якутии. слышала и видела у вас в профиле, в контактах, прекрасно выглядите в вечернем Спасибо платье. большое. Редко удается его надеть, и, слава богу, есть такие события, как ЭйГэ, где можно как раз-таки принарядиться. Вот. И по сути, что ЭйГэ строители, они создают, не просто строят объекты, они создают пространство, в котором мы живем. И есть очень хороший кейс, например, у меня подруга из Самары, и она говорит, что я знакома с людьми, которые 10 лет назад из Самары, в которую никто не приезжал, и там нечего было смотреть, 10 лет упорного труда привели к тому, что это сейчас город-курорт. Надо же. 10 лет нон-стоп работать и верить, зная там, что какие сложности ждут, но не отступать от цели и делать это. И вот эта премия ЕГЭ как раз-таки она показывает, что все начинается с нас. Начинается с пространства, что пространство — это не только здание, что это и предприниматели, которые наполняют это пространство, что это и свобода для общения, чтобы люди хотели там встречаться, назначать встречи, свидания, но это же так здорово, вы понимаете, что какие-то, просто есть обычные встречи, а есть встречи вот с друзьями, а есть политические какие-то там коммерческие встречи, которые всем несут пользу. И вот хотелось бы в таких пространствах как раз-таки, чтобы это все развивалось от нас. И для этого, кстати, всем скажу обязательно, голосуйте за здание. То есть всегда управление архитектурой выпускает опрос, который говорит, как лучше сделать. И наше мнение должно быть услышано. И для этого нам нужно, чтобы люди были активные. Вот. И они привели сюда как раз 29 ноября в квартале труда, приезжали спикеры мирового уровня, которые рассказывали, чем отличается просто здание от здания, где развивается пространство. И чем отличается? Отличается тем, как раз-таки, что я сказала, что взаимосвязью, синергией рождается, что мы начинаем от людей, забираем их запросы, что чего не хватает, и уже пытаемся упаковать этот продукт. Но это делают не только архитекторы, это делают предприниматели, власть, дети, собаки, все-все-все, и мы должны учесть мнение всего сообщества, грубо говоря. Спасибо большое. Мне кажется, у нас вот туризм, да, именно в зимнее время будет больше интересен, чем в летнее время. Как вы считаете, вот к такому мнению, за вы или против? Потому что я тоже вот у вас в профиле видела, насколько вы были в восторге от летнего именно туризма в Якутии. Но мне кажется, что именно зимний, он может принести большую прибыль нашей республике, потому что такие морозы, да, и вот такие виды, это точно эксклюзив наш. Это правда. И тут люди на зима начинается в Якутии очень сильно удивлялись. Они такие, как весна? Как это для вас это весна? Мы такие, еще всего лишь минус 28. Вот когда минус 50, это уже зима начинается. Они такие, ладно, будем ждать. Такие встрепенулись. Зимний туризм – это одно из направлений, которое мы развиваем, как Аймикон, путешествие на полюс холода, которое вот в марте у нас проходит фестиваль как раз-таки в Аймиконе, запасайтесь билетами. Зимний или летний. Я не думаю, что должен быть перевес. Я думаю, что нужно развивать и тот, потому что летом у нас тоже можно добраться до многих мест, например, как Синск, вот где мы сейчас будем тропу строить к поющим скалам, а зима, конечно же, мы же хранители холода. И у нас есть Чесхан, который делится со всей Россией этим холодом. Вот как раз режиссер мне говорит, что как раз можно показать видео со вчерашнего мероприятия, где есть и Чесхан, и Дед Мороз. Ёлочка, зажги! Ура! Вы чувствуете? Вчера столько людей пришли на площадь, то там просто негде было яблоку упасть, да? Ой, я вам хотите историю расскажу? Если честно, вы чувствуете вот эту сказку, от этого ролика? Да. Настолько, именно вот эта вот искренняя детская радость просыпается у каждого возраста людей. И вот, мне кажется, мы добились вот этого результата, которого хотели. Вообще ролики так быстро, мобильно прямо были готовы, в соцсетях они распространялись, и мне кажется, еще с высоты же сняли Якутск, с вертолета. Это так круто показать где-то, да, и 100% человек захочет и досмотреть до конца, и, возможно, при какой-то там возможности приехать. Это правда, я согласна. И как раз с высоты очень красиво колонна виделась. Видели, да, смотрели вот этот ролик? Да, очень я красиво. Мне кажется, я подписана на все группы, которые можно, чтобы как раз-таки, так как я один человек,
человек, я все мероприятия, к сожалению, не смогла посетить, но я отправляла сотрудников, говорю, так ты туда, нам нужно знать все. Даже такое ощущение было, что это что-то нереальное, то есть как будто это как-то вот создали, то есть это не в настоящем времени было снято, потому что как-то это все так мультяшно было, да? Это правда. Очень волшебно. А еще я, знаете, о чем задумалась как раз-таки? У нас вчера были такие палатки обогревающие на площади Ленина, как раз-таки для того, чтобы человек заходил, погрелся, и как бы там пункт досмотра изначально был. Но мы их задержали на чуть дольшее время, потому что они действительно пользовались спросом. И площадь, там дети на оленях катались, как-то развлекались больше. Почему? Потому что это уже безопасно, и можно зайти погреться. То есть ты можешь зайти в ресторан, а можешь зайти в палатку. И у меня как раз родилась такая идея, я очень хочу, чтобы в следующем году у нас это получилось, посмотреть, какие гранты, может быть, можно выиграть. Кстати, можно выиграть гранты, и поэтому, если кто-то хочет поучаствовать и помочь в этом, то было бы здорово сделать все в одном стиле с управлением архитектуры. И представляете, в следующем году, если удастся, я буду об этом держать пальчики, чтобы это получилось, такие палатки с обогревателями сделать там, где корицей бы пахло. Ты заходишь, там булочки с корицей можно купить, кофеек, какао для ребенка, потом всякие светяшки, чтобы предприниматели продавали, или наши сувениры сделаны в Якутии. Почему нет? Потому что у нас же сейчас слоган «Якутия – твоя сила духа». Это правда твоя сила духа тут жить, вы посмотрите. Но это нелегко, но это здорово, потому что мы попадаем в комьюнити, в какое-то особенное, которого нет. Я во многих регионах пожила, и такого я еще не ощущала. И самый главный у нас такой тренд, да, это вот эта морозная зима, которая никак не наступит, но которую все ждут. Наверняка будут какие-то дни либо в конце декабря, либо в январе, когда эти морозы точно о себе заявят. А знаете бы, что еще хотела? Чтобы продавали лед наш местный. Потому что я здесь, в единственном регионе, увидела огромные машины со льдом. У нас запасаются часто льдом, и как воду используют. Вы представляете? Я просто всегда лед видела, что это как фигурки, вот как вырезали, да, такие красивые, безумные фигурки. К нам приезжали гости из Монголии, кстати, тоже, которые вырезали на площади. Вот сейчас да, тоже, да, на Орджоникидзе, да, которые стояли. Это же фестиваль тоже был, в рамках «Зима начинается в Якутии». И просто это уникально. То есть для вас это обычно, а для приезжих гостей что, машина полная льдом? Это же как в мультиках, такого не бывает, это придумано. Да нет, это бывает, этим пользуются. И у нас самая чистая вода изо льда талая. И мне вот женщина, кстати, я познакомилась с ней тоже на форуме, и она сказала, что давайте у нее сейчас удобно, говорит, я вам дам брусочек льда, вы сравните. Вот я жду, когда привезет. Да, и они такие красивые, да, и кто уже вот такой водой запасается, тот уже потом от этого не может отказаться. Ой, тогда не буду пробовать, а то подсяду. Нет, шучу, стоит, да. У нас остается не так много времени до конца эфира, чуть больше минуты. Может быть, вы что-то хотели сказать, о чем я вас не спросила? Да, я бы хотела призвать людей быть активными, потому что если мы не будем заявлять о том, что нам нравится или не нравится, ничего не будет меняться. Поэтому обязательно доносить до предпринимателей, до власти, вот даже через ваш канал о том, что бы хотелось изменить, какую бы сказку хотелось увидеть. Может быть, это запустить какой-нибудь флешмоб музыкальный, потому что у нас креативная Якутия, и я хочу, чтобы этот креатив меня полностью обнимал со всех сторон. Вчера что-то похожее было на площади, люди танцевали все вместе. Да, и такая свобода, и такое единение вы чувствовали, вот прям вот барабаны бьют, и ты вот как будто бы со всеми вместе бьешься в этом ритме. Вот так должно быть всегда. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы сегодня нашли время, пришли в нашу студию с таким темпераментом, с такой радостью. Вы рассказали о фестивале «Зима начинается с Якутии». И отлично, что она начинается с нашего северного края. Спасибо вам за те добрые слова, которые вы говорите о Якутии. И пусть все те надежды, планы, которые вы вот сегодня озвучили, пусть это все сбудется. Спасибо вам большое. Слушатели, благодарю за внимание. Всем хорошего вечера и успейте посетить еще фестиваль «Зима начинается с Якутии».